Под прицелом стоматолога в Уфе врач забыл обломок медицинского инструмента в зубе пациента. Речь шла о жизни и смерти. Золотые зубы. Уфимке пришлось расплатиться за лечение обручальным кольцом. Сказали, ужас, нужно чистить срочно. Как стоматологи навязывают ненужные услуги. Наш собственный журналистский эксперимент. Это с этой стороны. 20-25 получается, да? А где им все найти зубов, как Высоцкий в своей песне поет, да? Увидеть дантиста и не умереть. Чем грозит стоматологический фальсификат? Наклейки все левые абсолютно. Ну, вот это фальшивка. Это фальшивка 100%. Почему бизнес иногда становится важнее клятвы Гиппократа? Расскажем в специальном репортаже. Это действительно кусочек пломбы, который вышел в пазуху и гулял там около 10 лет, вызвав воспаление. С инородным телом в носу Лия Белозерова прожила больше 10 лет. Фрагмент пломбы диаметром около 6 мм стоматолог во время лечения протолкнул в пазуху через десну. Все эти годы, рассказывает Лия, она ни о чем не подозревала. Ее мучила постоянная заложенность в носу. Она перестала чувствовать запахи, но с лечением зубов это не связывало. Проблема вскрылась совсем недавно, когда женщина попала на операционный стол с острым воспалительным процессом. Инородное тело извлекли и, как говорят хирурги, вовремя. Воспаление могло закончиться заражением крови, а кусочек пломбы едва не стоил Лии зрения. Так как кусочек маленький и он получается из композитного материала, то есть не биоразлагаемый, он начинает гулять за счет кровотока по всей пазухе и может пройти в слезный канал и даже привести к слепоте. Теперь Лия восстанавливает медицинские документы десятилетней давности, чтобы понять, в какой именно стоматологической клинике ей поставили эту пломбу. Женщина планирует обращаться в суд. Также поступил и уфимец Евгений Астафьев, и судебный спор выиграл. В его зубе стоматолог оставил обломок медицинского инструмента. Пациенту об этом не сообщили. Уже через несколько дней с высокой температурой и гнойным абсцессом мужчину доставили в больницу. Речь шла о жизни и смерти в тот момент, и врачи городской клинической больницы просто настояли на том, чтобы делать уже обширную операцию под общим наркозом. Врачам пришлось сделать 2 разреза на шее. Теперь об этом свидетельствуют шрамы. Как вспоминает Евгений, врач частной клиники, где он лечил зубы, куда-то очень торопился. Он нервничал, отвлекался на телефон, ему кто-то звонил во время лечения, он отвечал на мобильный телефон, да? Ну, вообще как-то торопился, такое лечение было скоротечное. 9 судебных заседаний и 2 медицинские экспертизы подтвердили дефекты в оказании стоматологической помощи. Суд встал на сторону пациента и обязал клинику возместить все расходы на лечение, а также моральный ущерб. Между тем, врач, забывший обломок инструмента в зубе пациента, и сейчас работает по тому же адресу. Однако комментировать эту историю он отказался. В ваших же интересах свою позицию представить. И нет у меня желания его интересов слушать. Я был очень рад вас видеть. До свидания. Медстар превратился в Медентостар. После этой нашумевшей истории стоматологическая лечебница изменила свое название, добавив 4 буквы. В клинике говорят, что это никак не связано с судебным решением. Однако теперь по документам история клиники с уже новым названием никак не запятнана проигранным судебным делом. Доктор медицинских наук Радмир Хасанов выступает экспертом Росздравнадзора в подобных судебных процессах. Говорит, врачебные ошибки не редкость, однако есть и обратная сторона, так называемый потребительский экстремизм. Качество медицинских услуг в спорных случаях эксперты оценивают по стандартам, разработанным Ассоциацией стоматологов и утвержденным Минздравом. Зачастую, говорит профессор, проблемы в лечении зубов возникают из-за низкого качества материалов. Так, например, стоматологический цемент отечественного производства способен вызвать ожоги слизистой. Когда снимаем слепки, там ожога получаем. Или модели делаем, они сыпутся просто. Например, в Казани делают инструменты для лечения зубов. Из 2 инструментов 1 ломается. А это нам надо? Крупные стоматологии используют 95% импортных препаратов и инструментов. Отсюда достаточно высокие цены на услуги. В небольших клиниках часто экономят, например, применяют несертифицированные материалы. Они покупают где-то левые имплантаты, несертифицированные, дешевые. В основном это китайские идут, они имеют другие конструктивные особенности. Но и устанавливают. Прижился имплантат, ну слава тебе Господи. Не прижился, вот деньги свои возьми и все, до свидания.
Это кадры оперативной съемки. В Подмосковье был ликвидирован цех по производству стоматологического фальсификата. Прямо здесь фасовали поддельные материалы. По подложным документам товар сбывали в региональные клиники. Наклейки все левые, абсолютно. Ну, в общем, вот это фальшак. Это фальшак 100%. Он может быть токсичным, он может иметь в составе какие-то прекурсоры. К счастью, Роспотребнадзор, Росздравнадзор следит и часто отзывает материалы, которые используются уже в обороте на российском рынке. Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты стоматологов – навязывание услуг. Всевозможные дополнительные обследования, дорогие препараты и лечение, которое порой не требуется вовсе. В подобной ситуации оказалась молодая мама Эльвира Юсупова. За услуги дантиста ей пришлось расплатиться обручальным кольцом. Рассказывает, в связи с беременностью проходила медосмотр в государственной поликлинике. Лечение не требовалось, но врач настаивал на удалении зубного камня. Посмотрели, сказали: ужас, нужно чистить срочно. И я сказала им, что у меня пока нету средств. А она сказала: ничего страшного, можно платить частями. Однако уже на кассе у пациентки потребовали сразу всю сумму за услугу – 2000 рублей. А когда уже подошла к кассе, мне сказали: что вы тут торгуетесь, вы что, на базаре? Оставила документы, пошла в ломбард, сдала кольцо и принесла им деньги. В связи с этим наша съемочная группа решила провести журналистский эксперимент. То, насколько навязчивыми могут быть стоматологические услуги, мы решили проверить на собственном опыте. Мы записали сразу в несколько стоматологических клиник. В кресле окажусь я лично. Надо отметить, что у меня нет никаких жалоб, я не испытываю зубную боль, и в зеркале самостоятельно мне не удалось разглядеть никаких признаков кариеса. Посмотрим, что нам скажут врачи. Вот здесь на контакте дырка с этой стороны, и здесь восьмой зуб лечить надо. В первой же клинике диагноз оказался впечатляющим. После беглого осмотра врач подытожила: надо лечить 11 зубов. И чем быстрее, тем лучше. Каждый зуб обойдется примерно в 2000 рублей. 6 нижних и 5 верхних. И каждый по 2000. Вот 20-25 получается, так? Делать надо, просто дальше будет хуже. В следующей стоматологии вердикт оказался скромнее. Здесь посоветовали только поставить коронку за 4000. С целью большей сохранности зуба коронку лучше поставить на этот зуб. Ну, это как срочно требуется? Я не говорю, что прямо сейчас нет. Желательно. Начинаем процесс съемки. И только в третьей клинике, наконец, успокоили. Специальный ортопантомографический снимок показал – все зубы в порядке. Я у вас не вижу здесь практически ничего, что требует немедленного вмешательства. Пломбы, которые вам поставили, они стоят уже очень давно, они стоят прекрасно, но тем не менее раз в полгода нужно приходить для того, чтобы проверить плотность прилегания. По словам президента Ассоциации стоматологов Республики Лилии Хасановой, пациент может самостоятельно распознать навязанные услуги. По каждому из диагнозов существуют единые для всей России протоколы лечения. Они есть в свободном доступе в интернете, в том числе на сайте ассоциации. Мы обращаемся к протоколу лечения и смотрим, надо или не надо. Если по протоколу это не положено делать, если не обязует нас законодательство, то мы можем от этого отказаться. Всегда надо интересоваться, есть ли альтернатива, можно ли это сделать дешевле. Как правило, навязывают самые дорогие, но далеко не всегда необходимые услуги. Чаще всего это, во-первых, лечение под общим наркозом, стоит 40-45 тысяч рублей. Оно показано крайне редко и может быть опасно. Во-вторых, лечение под микроскопом стоимостью от 25 до 50 тысяч. И в-третьих, компьютерная томография. В некоторых клиниках эту услугу ценой около 3000 рублей назначают буквально всем подряд, чтобы окупить томограф, стоимость которого достигает 4 миллионов. К сожалению, бывает, такой аппарат стоит, он не приносит денег, и он должен приносить деньги. Все мы понимаем прекрасно, что любой бизнес – это про прибыль. На самом деле томография нужна в исключительных случаях. Это когда лечат каналы, либо это большая операция, в том числе имплантация. В Уфе сейчас работают около 300 стоматологических клиник, и, как говорят эксперты, это больше, чем требуется. Пациентов на всех попросту не хватает. Международный норматив, российский норматив на 10 тысяч населения 4,5 специалиста, врача-стоматолога. У нас в Уфе 10 стоматологов на 10 тысяч населения. А где им все найти зубов? Как Высоцкий в своей песне поет, да? Стерильность инструментов – это еще один вопрос, который волнует пациентов. Именно в кабинете стоматолога велик риск заразиться, например, гепатитом или ВИЧ. По правилам, инструменты сначала дезинфицируются в специальном растворе, затем обжигаются при высокой температуре в сухожировом шкафу или автоклаве. Это стерильные инструменты. Это боры, файлы.
Однако эти нормы соблюдаются не везде. В Сибае, например, в одной из стоматологических клиник прокуратура выявила многочисленные нарушения. Стерилизационное оборудование было изношено настолько, что не могло обеспечить необходимую дезинфекцию. Были установлены факты использования стерилизатора воздушного 1985 года выпуска, который отработал нормативный срок эксплуатации 250%. Он не кричит от боли, не брызжет слюной и не истекает кровью. Идеальный пациент, как шутят студенты-стоматологи. Это фантом-симулятор, на котором отрабатывают свои навыки будущие врачи. По новым правилам, за все 5 лет обучения студенты не имеют права практиковаться на живых пациентах. Ольга Суздалева учится на 5-м курсе. По окончании вуза она планирует сразу начать работу. Но признается, это будет психологически сложно. Живой человек есть живой человек. Чисто психологически страшно переступить через себя. А так мы на теории все это проходим. 3 года назад в России отменили интернатуру, годичную практику в лечебных учреждениях. Вместо нее ввели аккредитацию, своеобразный экзамен, который проводят не преподаватели, а комиссия из практикующих врачей-стоматологов. Это так называемая станция первичной аккредитации. Именно здесь уже после получения диплома студенты проходят процедуру допуска к профессиональной деятельности. Во время этой проверки студент абсолютно один. За ним наблюдают только камеры. 3 обычные, установленные на потолке, и 1 направленная прямо в рот к пациенту-фантому. Все необходимые манипуляции студент должен выполнить не более чем за 9 минут. Теперь фактически сразу после окончания вуза, не поставив ни одной настоящей пломбы, вчерашний студент имеет право начать самостоятельную работу. Спрашиваю у терапевта, сколько зубов вы вылечили за период обучения? Ни одного. Сколько протезов изготовили? Ни одного. Сколько зубов удалили? Ни одного. А как насчет имплантации? А нам даже не преподают имплантацию. В связи с этим возникла проблема адаптации выпускников к практической работе. Если раньше в обязательном порядке они, чтобы получить сертификат, проходили годичную интернатуру непосредственно в поликлиниках, непосредственно на рабочем месте, то на сегодняшний день, получив диплом и пройдя аккредитацию в течение 2 недель после получения диплома, они уже имеют право работать всеми вытекающими правами и обязанностями. Некоторые студенты уже со 2-3 курса подрабатывают в частных клиниках ассистентами стоматологов. Но такую инициативу проявляют далеко не все. Троечники есть везде, и к таким врачам потом тоже попадут пациенты. Стоматология все-таки это рукоделие. Без мануальных навыков теоретическая подготовка в чистом виде не спасет. А выход – это увеличение объема производственных практик, ну и по возможности расширение внутриуниверситетского клинического приема. В ближайшие годы планируется, что процедуру аккредитации будут проходить не только студенты, но и практикующие врачи, причем регулярно для подтверждения своих профессиональных навыков. Возможно, это позволит улучшить качество стоматологических услуг. Впрочем, как и в любой сфере, среди медиков есть и ответственные, и недобросовестные специалисты. Возможен и человеческий фактор, причем как в государственных, так и в частных клиниках. Где же безопаснее лечить зубы? Универсального ответа нет. Пожалуй, здесь важнее всего попасть на прием именно к врачу, а не к бизнесмену.